Дима, а ты что это, пилот самолета, да? Да, откуда ты узнал? У меня просто сестра, короче, стюардесса работает, я ей фотку показал с корпоратива, она сказала, что ты пилот. Так. Парень с обложки еще и водит самолеты. Ну да, что там такого? Ты правда водишь самолеты? Ну, всего лишь пару раз в неделю, и то только ночные рейсы. Да ладно. Ничего себе. А что, тебе не страшно, что ли? Да нет. Боже, получается, мы работаем с пилотом самолета. Нужно об этом отписаться в Фейсбуке. Я бы не стал на твоем месте этого делать. Она скромничает. Просто есть один нюанс. Какой нюанс? Я не стал Герасиму Николаевичу говорить о том, что у меня есть вторая работа. Я уже отправила. Ой, да перестаньте, этот динозавр не знает, что такое социальные сети. О каком это динозавре вы тут разговариваете? А вас? Надя сказала, что вы динозавр. Так это означает, что вы уникальны. Да? Это круто. Правда, Надя, ты считаешь меня уникальным? Да, уникальным. Ну, хорошо. Так о чем разговор сейчас? А Диме, он пилот самолета. Кажется, я не должна была об этом говорить. Дима, прости Да. меня, пожалуйста. Ну, хорошо. Молодец, поздравляю, я не знал об этом. А вы откуда узнали? От Тускула. У него сестра стюардесса. Я об этом отписалась в Фейсбуке, но Дима потом попросил его удалить, потому что он боялся о том, что вы будете злиться, если узнаете правду о том, что у него есть вторая работа. Но, кажется, я не должна была об этом опять же рассказывать. Дима, прости меня еще раз. Вы же не злитесь, Герасим Николаевич? Не знаю еще. Продолжай, Айта. Потом Надя сказала не беспокоиться о Диме и сказала, что вы динозавр, потому что вы не знаете, что такое социальные сети. Кажется, я поняла, что такое динозавр. Ой. Динозавр, значит. А зарегистрируюсь-ка я на этот Фредбук. Facebook. Facebook. Так. Вам же 40 лет, да? Ну, а меньше можно указать? Ну да, так-то. Можно, в принципе. Тогда 35 пиши. Хорошо, так, 35. Так, теперь нужно указать статус. В активном поиске все сложно и холост. В активном поиске. Ну да, в активном поиске. А что в этом такого? Многие миллионы людей находят своих половинок через глобальную сеть интернет. Поэтому Герасим Николаевич официально выходит на онлайн-охоту. Так, теперь нужно указать род деятельности. Большой человек, будущий мэр города. Угу. Так, ваш девиз. Богатые тоже плачут. Угу. Так, ну вроде бы все. Теперь можно искать друзей. Есть ли на примете у вас? Давай с тебя начнем. Ну давай, пиши. Что ты там застыл? Так, ну вот все, вы мне отправили заявку, друзья. Да? Угу. Ну-ка, ладно. Давай, пойди-ка посмотрим, что у тебя тут на странице. Так, девиз. Оптимизм – залог успеха. Неплохо, очень неплохо. В активном поиске, ну тут все ясно. Любимый сериал «Секс в большом городе», да. Рейд-то ударить. Закончил математический. Я этого не знал. Да еще и с отличием. Ты меня удивляешь. Так, давайте другого кого-нибудь посмотрим. Бля, доктора, это что такое?
Ты что, работу ищешь, что ли? Не-не-не, это старый статус, просто я давно хотел сменить уже. Так ты уже 3 года здесь работаешь. Ну я же говорю, это давно было. Ты мне сам говорил, что ты Facebook зарегистрировал только год назад. Сейчас поменяем. Ну ладно, мы к этому еще вернемся. Теперь главное найти моего главного врага Валентина Иванова. Вот он, этот мерзавец. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что у него на странице. Ага, девиз. Успех, богатство, процветание. Кто бы сомневался, да? С кем он встречается? С Верой Николаевой. Что у Веры Николаевой на странице? Посмотрим-ка. Оставь прошлое позади, только вперед. Закрыть. Я недооценивал социальные сети. Оказывается, там можно многое узнать о людях. Об их мыслях, какой у них статус, о чем они думают. Давай Надю найдем. Я думаю, это будет увлекательно. Герасимов, я в туалет схожу, хорошо? Ну ладно, иди, я вроде разобрался. Дима, зачем ты сюда устроился? У тебя ведь есть основная работа. Ну, случайно увидел объявление, пришел на собеседование. Потом ты меня сразу приняла, и вот я здесь. Может, это судьба? Надя, это Герасим Николаевич зарегался в Facebook. И? Он ищет твою страничку. Черт, блин. Мой босс идиот. Я терплю его 5 дней в неделю. Убейте меня. Еще и пистолет нарисован. Динозавр, значит. Это что у нас? Бунт на корабле? Как дела, босс? Отдел? В общем, тут такое дело. Я зарегистрировался на Фейсбуке. Поздравляю вас. Я отправлю вам запрос. Спасибо, это. И знаете что? В общем, собрание у меня через полчаса. Всем быть. Социальная сеть открыла мне глаза. Меня не уважают, оказывается, мои сотрудники. Надежда. Кто бы мог подумать? Она всегда и так была рисковата, но написать такое про своего начальника, вот это да. Ведь я неплохо с ней в тот раз вроде бы поговорил на дне рождения Тускула. Да, это правда. У меня действительно был такой статус. Но я поставила его полгода назад. Тогда были выборы. И Герасим Николаевич, он просто у меня тогда... Ну, он нереально меня тогда достал. Я была такая злая, что написала и вообще об этом даже не подумала. А потом вовсе забросила свою страничку, но забыла поменять статус. И теперь... Как же неохота терять-то работу, а? Блин. Блин, как думаете, он видел? Даже всякое видел, мне кажется, вообще 100%. Ты не видела, он же был какой-то не такой. Блин, ничего не делать. Ну, думаю, что единственный шанс это пойти и извиниться. Он меня уволит. Боже что мой, переплюнь. А если даже уволит, то... С тобой было так приятно работать. Напомните мне, это ведь я ее взяла на работу, да? Да. А все, пора, пойдемте уже. Он заждался. Так, давайте начнем. Тускул, как там наши доходы? А, это лучший месяц в этом году. Да? Отлично, отлично. Дмитрий, Айта, как обосновались? Я лучше всех. Супер. Самая лучшая Мы в работа в мире. команде. Приятно слышать такое, молодцы. Надежда, а у нас как наши дела? Нормально. Нормально? Нормально, значит. Хватит! Хватит! Вы мне все врете! До меня дошли слухи, что якобы кто-то ищет новую работу.
А у кого-то наоборот есть еще одна работа. Кто-то слишком подхалимничает, а кто-то через социальную сеть смеет обсирать свое руководство. Это что такое? Вот, Дима, вот ты мне скажи, что у тебя за статус в Фейсбуке «Сердцу больно, тусклый мир»? Ты почему показываешь свою боль всему миру? Зачем это писать? Ты же мужчина, к тому же пилот самолета. Ты мог просто зайти ко мне и поговорить со мной об этом, а не искать, к сожалению, в интернете. Почему я решил устроиться сюда работать? Ну так уж и быть, расскажу. Просто моя девушка переехала во Францию, а я нет. Из-за этого мы расстались. У меня было очень много свободного времени, ведь я не так часто летаю. И я слишком много забивался в голову ненужными мыслями. И вот решил найти вторую работу, так я меньше думаю о ней. А вот ты вот это, что за девиз у тебя вообще? Люблю всех людей в мире. А как же насчет того террориста с Норвегии, который устроил настоящую резню? Его ты тоже любишь? А ты знаешь, что у него в тюряге есть компьютер, интернет? Что будет, если он зайдет на твою страничку и увидит этот девиз, прочитает? Что он подумает? Он подумает, что его тоже любят. Ты об этом подумала? Ты не думала об этом? Вот именно, вы вообще ничего не думаете, прежде чем что-то писать. Вот ты, Тускул, как давно ты ищешь работу? Скажи мне. С самого первого дня. Молчишь? Нечего сказать? Хочешь, я тебе облегчу задачу? Хочешь? Да хватит! Хватит! Я знаю, что это из-за меня. А ну-ка конкретнее, ты мне это в лицо скажи, а не через интернет. Я не вижу в этом необходимости. А это почему же? Потому что я так думала полгода назад. Сейчас я так не думаю. А почему ты сейчас так не думаешь? Вы изменились, вы стали чуть... Нет, вы стали намного лучше. Понимаете, я просто не могу сказать это, что написала полгода назад, так как я вам сейчас совру. Я не заходила на свою страничку с того времени, поэтому я не поменяла статус. Но сегодня я зашла и поменяла, вы можете даже проверить. А мы проверим, мы обязательно проверим. Давай, Тускул, садись за компьютер и читай, что она там написала. Быстро читай. Мой босс лучший в Не мире. подхалимничай, Тускул. Ну здесь так написано, мой босс. Что там лучший- написано? Мой босс лучший в мире. Не слышу. Мой босс лучший в мире. Громче. Мой босс лучший в мире. А еще и меня называют подхалимкой. Ты правда так думаешь, Надя? Да. Я хочу, чтобы ты это мне в лицо сказала, а не там в сети. Там всего лишь буквы. Скажи мне, давай, докажи. Мой босс самый лучший в мире. Все. Собрание закончено. Можете идти. Сегодня я очень многое узнал о своих подчиненных. Когда мир стал таким? Раньше вот как было, да? Человек мог спокойно выйти из дома и исчезнуть, а вернуться когда ему угодно. А теперь что? Появились телефоны, которые найдут человека где угодно, когда угодно. Спутники вон в небе летают. Социальные сети, в которых сидит куча нытиков. Я вот считаю, вот если у человека есть проблемы, то он должен решить их либо сам, либо поделиться с близкими. Только с близкими, а не со всем интернетом. Ладно бы это писала бы девушка. Ну вот, смотрите вот, что пишет Валентин Иванов. Сегодня подвернул ногу, ходить больно. Блядь, что за херня? Кому это нахрен интересно? Что в нем такого нашла моя бывшая? Подчиненные, чем это вы тут занимаетесь? Я тут это, как это называется? Залил фотку Инстаграм. Так что вы это, там, ставьте сердце. Там же лайки. Сам ты лаешь, ставь сердце. Хорошо? Давайте. Он уже выложил фотографию. И это мы. Снизу надпись есть. Мои подчиненные будут работать 4 субботы подряд. Круто быть начальником. Лайк.
Конечно, я их наказал. В следующий раз крепко подумают перед тем, что-то открыто выражать. И да, дополнительно я зарегистрировался Инстаграм, Контакт, Твиттер и Одноклассники. Так что Герасим Николаевич теперь официально онлайн. Подписывайся и ставь сердце. City that never sleeps, restless hearts are moving to the beat, trying to find out who we're trying to be, nowhere to go.